Сети, в студии Елена Черенкова и коротко о главном. Это комплект, это для взрослой ноги, допустим, нижней конечности. Есть для верхней конечности и вот детские шины. Один на все ущелье. В ЦЕИ успешно работает обновленный ФАП. Там есть все необходимое оборудование для оказания своевременной и качественной медицинской помощи. Стараемся всех обслужить с добротой, с очень профессиональным подходом к работе. Десятки обращений в день. Сотрудники МФЦ решают практически любые вопросы, принимают документы и консультируют. Единая служба помогает населению уже больше 10 лет. В Уфе состоялся чемпионат России по спорту слепых. Остинские легкоатлеты успешно выступили на состязаниях и показали достойные результаты. Сергей Миняйло встретился с руководителями фракции республиканского парламента. Поводом стало предстоящее внеочередное заседание законодательного органа Северной Осетии. Основной вопрос, который планируют рассмотреть – изменения в текущий бюджет. Речь идет о возможности предоставления бюджетных кредитов муниципальным районам республики. Это позволит им заместить коммерческие кредиты и существенно снизить соответствующие расходы местных бюджетов. Заседание созывается завтра, 28 июля, по требованию главы республики. Неработающему, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами первой группы, смогут выплачивать 13 тысяч рублей каждый месяц. Проект федерального закона поддержали на заседании Совета парламента республики. Некоторые категории граждан освободят от уплаты транспортного налога. Речь идет об участниках испытаний ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. Блок вопросов посвятили образованию. Рассмотрели законопроект, который предлагает вернуть специалитет по всем направлениям, а участие российских вузов в Болонской системе оставить на усмотрение самих учебных заведений. Как пояснила руководитель профильного комитета Елена Князева, для этого нужно утвердить образовательные стандарты. И отметила, этот законопроект существенно повысит качество высшего образования в стране. Говорили о программах этнокультурной направленности. Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие совершенствование федерального законодательства об образовании в части получения гражданами образования на родном языке и изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Сергей Миняйло провел совещание по вопросам развития культуры в республике. Руководитель региона отметил, что Северная Осетия имеет большой потенциал для развития культуры, учитывая ее многовековую историю, богатые национальные традиции и героическую летопись. О приоритетных направлениях развития культуры доложил профильный министр Эдуард Галазов. Среди них обеспечение доступности культурных мероприятий для различных категорий граждан, в том числе для людей с ОВЗ и модернизация библиотечной и музейной отраслей. Говорили также о мероприятиях к тысячелетию крещения Алани и к столетию образования Северной Осетии в 2024 году. Кроме того, Сергей Миняйло обратил внимание еще на две знаменательные даты: 250-летия присоединения Осетии к России и 240-летия Владикавказа. Празднование также запланировано в 2024 году. Сергей Миняйло отметил, эти события имеют федеральное значение и поручил Эдуарду Галазову предоставить предложения по организации мероприятий. К концу года целевые показатели нацпроектов должны быть достигнуты. Об этом заявил премьер Борис Джанаев на совещании в правительстве республики. С докладами по направлениям выступили руководители профильных ведомств. Сейчас законтрактовано 89 обязательств. Всего в этом году в Северной Осетии состоятся, реконструируются, капитально ремонтируются и оснащаются оборудованием 83 объекта. По словам министра образования и науки Эллы Алибековой, по нацпроекту образования в регионе реализуются 3 федеральных
региональных проекта. Молодые профессионалы, успех каждого ребенка, современная школа. По всем показателям по контракции выполнен. В этом году на базе 44-й школы откроют второй кванториум. Также начнут работу 22 точки роста. Ведется работа по созданию Центра одаренных детей. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в этом году реализуют 3 региональных проекта. Разработано 774 бизнес-плана для участия в госпрограммах поддержки. Профильный министр Заур Кучиев подчеркнул, что продолжается работа по формированию реестра социальных предпринимателей. 15 субъектов малого и среднего бизнеса уже имеют такой статус. Реализация национальных проектов на территории республики – это очень важная работа. Она стоит на контроле руководителя республики Сергея Ивановича Миняйла. Сегодня показатели наши неплохие. Хочу, чтобы и в дальнейшем эта работа точно так же развивалась. В конце года, чтобы у нас все национальные проекты были выполнены. Рабочая группа Центральной избирательной комиссии республики завершила первый этап проверки подписных листов избирателей. Документы представило региональное отделение политической партии «Партия дела». Это единственная из 8 партий участников электорального цикла, предоставившая подписи для подтверждения участия в выборах. Максимальное число подписей, которое может предоставить партия, 2851. «Партия дела» представила 2822. Для регистрации списка кандидатов необходимо 2592 подписных листа. Половина может быть собрана через единый портал госуслуг. Рабочая группа проверила все подписные листы с помощью книжных сканеров. В процессе принимали участие уполномоченные представители партии «Дело». Подписи в поддержку в соответствии с действующим законодательством можно собрать в электронном виде и на бумажном носителе. Сегодня рабочая группа Центральной избирательной комиссии проверяет подписные листы. В ходе проверки может использоваться специальное программное обеспечение, формирующее на основании оцифрованных записей содержащиеся в подписном листе автоматизированные запросы к регистру избирателей, что мы, собственно, и будем делать, а также формирующие группы схожих почерков для дальнейшего анализа экспертами. Это первый этап, за которым последует работа непосредственно экспертов-почерковедов, и затем будет уже сделан вывод о том, можно или нет, скажем так, считать достоверными все представленные в адрес Центральной избирательной комиссии подписи избирателей. Экстремальный отдых нередко заканчивается серьезными травмами. Теперь любители горнолыжного курорта могут быть спокойны. При необходимости они получат квалифицированную медицинскую помощь. Обновленный 3 года назад ФАП в ЦЕИ оснащен всеми необходимыми медикаментами и оборудованием. Тему продолжат мои коллеги. Это время, когда тебе наложили вот этот жгут. Тимур Тлатов получил серьезную травму. Поранил левое предплечье болгаркой во время строительных работ на даче в ЦЕИ. К счастью, за первой помощью далеко ехать не пришлось. В сельском ФАПе остановили кровотечение и перевязали рану. Желательно, чтобы люди такие травмы не получали, конечно, но если получишь, первая помощь, Луиза и подобные рядом люди окажут первую помощь. ФАП в ЦЕИ обновили 3 года назад. Он единственный на все ущелье, как и фельдшер. За плечами Луизы Гугаевой более 20 лет стажа. Каждый день приезжает на работу из Бурона. Рассказывает, среди пациентов в основном туристы. К сожалению, отдых в горнолыжном курорте бывает травмоопасным. В сезон, как правило, принимают около 10 человек в день. Это комплект, это для взрослой ноги, допустим, нижней конечности. Есть для верхней конечности и вот детские шины. Это у нас зимой лыжники. Обычно лыжники чаще всего ломают ноги. Вывихи ногу часто бывают. Голень в основном. И, конечно, бедра тоже бывает иногда. Летом тоже аллергии. Зимой и летом, конечно, гипертония у нас много бывает. Людей с давлением все-таки здесь высоко. И после ковида бывает очень много людей, которые именно из-за воздуха сюда приезжают. Все-таки синдром постковидный дает свои какие-то моменты такие, что люди идут чтобы подышать свежим воздухом. Фельдшерский пункт обеспечен медикаментами, перевязочными материалами, оборудованием, аппаратами ЭКГ и ЭКС. Здесь есть все для оказания плановой и экстренной медицинской помощи. Когда наступает клиническая смерть, долгое время не можешь оказать помощь сразу. Бывает, когда, как обморок, допустим, а бывает серьезнее, да? И сердечные мышцы, чтобы начало работать, для этого мы используем этот электрокардиограф.
стимулятор. А когда вы его получили? Мы его получили где-то года 1,5 назад. ФАП обеспечивает 4 населенных пункта – Верхний и Нижний Цей, Абай-Тикау и Хукали. Учреждение способно принять до 20 человек в сутки. Доставлять пациентов помогают МЧС и кареты Мизурской станции скорой помощи. Лидия Цахилова, Заур Кудзаев. Новости Осетии. Уже привычная услуга – решение любого вопроса в одном окне. В Северной Осетии МФЦ работает 12 лет. 3 отделения во Владикавказе и по 1 в районах. В свое время это помогло ликвидировать многочасовые очереди в различных учреждениях и существенно упростить жизнь людям. Как сейчас работают отделения и какие услуги оказывают, расскажет Дана Малышева. На график работы сегодня МФЦ с 12 часов до 8 вечера профессиональный праздник никак не повлиял. И так во всех 11 филиалах в Северной Осетии, где ежегодно оказывают почти 350 тысяч услуг. Начинали, кстати, с 10 тысяч. Многолюдно в центрах с самого утра, но сотрудники к такому ритму уже привыкли. Толпа народа. Мы очень-очень стараемся всех обслужить с добротой, с очень профессиональным подходом к работе. Я думаю, все сотрудники любят свою работу, потому что она очень тяжелая, и мы здесь все держимся, и нам очень нравится. А тех, кто предоставляет государственные и муниципальные услуги, в республике 300 тысяч. На город приходится 3 филиала, по 1 в районах. Не обошли и труднодоступные места, там структурные подразделения МФЦ. Закрывают почти любую потребность заявителя. Прописать новорожденного, получить паспорт, оформить документы. Консультанты обрабатывают все принятые дела, направляют их с курьерами по государственным учреждениям, получают готовые результаты, направляют их на выдачу. Ежегодно увеличивается объем работы, но неизменным остается ее принцип – комфорт заявителя, экономия времени и шаговая доступность. 12 лет в таком режиме работают многофункциональные центры. Сотрудники даже могут заверять документы клиентов своими электронными подписями. Это позволяет обращаться в различные ведомства через госуслуги. А вот функция из будущего – подтверждение личности, чтобы получить паспорт болельщика. На этом возможности работников, конечно, не закончатся. Я сама из сферы строительства, из сферы недвижимости. Часто заключаю с клиентами договора купли-продаж, договора долевого участия. И во многом, конечно, в сотрудничестве помогают нам девочки этого коллектива. По-другому и невозможно. Здесь все лучшее клиентам. Он находится здесь для того, чтобы создать максимально удобные и комфортные условия получения этих услуг нашим гражданам. Ведь люди приходят сюда со своими сложностями. У кого-то проблемы в получении паспорта, у кого-то сложности в оформлении квартиры. И мы максимально стараемся сделать так, чтобы нашим заявителям было удобно и комфортно. За 12 лет сотрудники МФЦ накопили большой опыт работы, стали незаменимыми помощниками в жизни каждого россиянина. Благодаря их профессионализму сегодня о прошлых хождениях по мукам, по многочисленным инстанциям у клиентов остались лишь воспоминания. Дана Малышева, Давид Битиев. Новости Осетии. Совершенствовать свое мастерство и обмениваться опытом. В республике проходит форум молодых прозаиков и поэтов «Всероссийская школа писательского мастерства». В нем участвуют 26 авторов из разных регионов СКФО. Программа насыщенная, мастер-классы с известными специалистами, семинары, тренинги, а еще экскурсия по Крутатинскому ущелью. Молодые писатели получают рекомендации и полноценный анализ своих работ. Добавим, что во Владикавказе форум второй раз организовывает фонд Филатова при поддержке Комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики. Это не только важно, но и возможно на системной основе проводить такую работу с молодыми авторами и системно, ежегодно добиваться того, чтобы осуществлялся рост талантов, молодых талантов во всех республиках. Ведь молодые авторы – это будущее. Очень интересное мероприятие, которое дает возможность молодым писателям, молодым начинающим авторам пообщаться друг с другом, поделиться своим мастерством. И наша республика всегда готова принимать гостей, и мы всегда рады молодым авторам.
Пример героизма и самоотверженного служения Родине. В Доме профсоюзов прошла презентация альбома, посвященного ветерану Великой Отечественной войны Хизиру Гулуеву. Издание составили Казбек Таутиев, Владимир Иванов и Виктор Сабеев. Над альбомом работали около года. В книге описывается жизненный путь фронтовика. Представлены переписки с товарищами, родными, а также черно-белые и цветные фотографии разных лет. В мероприятии приняли участие представители Дома профсоюзов, Дома дружбы, Совета ветеранов, воины-интернационалисты и участники боевых действий. Для нашей семьи это очень важное событие. Память нашим старшим, она для нас очень важна. Для младших они должны воспитываться на примере наших старших. Конечно, этот труд лично для меня неоценим, очень является бесценным. Также уверен, для членов нашей семьи он будет являться бесценным трудом, который мы будем хранить долгие-долгие годы и передавать из поколения в поколение. Во-первых, это воспитательное значение, во-вторых, это память, и в-третьих, это дань уважения старшему поколению, за то, что они сделали для нас, для того, чтобы отстояли эту страшную войну. Он ушел таким молодым, но оставил после себя целую вселенную. Сегодня бы исполнилось 26 лет астрофотографу Валерию Сабанову. Его уникальные снимки теперь будут храниться в школе космонавтики. Лидия Цахилова продолжит тему. Планеты Солнечной системы, звезды, кометы, галактики, туманности в сотнях световых лет от Земли. Их изображение поймал в объективе астрофотограф Валерий Сабанов, трагически погибший летом 2020 года. В школе космонавтики представлены 25 фотографий объектов Вселенной. В память о сыне родители передали их в дар школе. У нас осталось еще где-то примерно 70 фоторабот. Это пейзажные фотографии, которые, надеюсь, когда-нибудь тоже где-нибудь выставим. Валерий Сабанов увлекся астрономией и искусством астрофотографии в 17 лет. Тогда же родители приобрели ему телескоп. Делал снимки в горах, чтобы ничего не мешало. На один космический объект уходило несколько ночей. Затем обработка фото в специальных программах. Труд кропотливый, но Валерия манила бескрайняя вселенная. Делал достаточно много таких снимков. А впоследствии уже увлечение переросло в пейзажные фотографии. Он стал ходить в походы одиночные и фотографировать уже природу Осетии, Северного Кавказа. Астрофотографии Валерия Сабанова используют как наглядное пособие в школе космонавтики, а еще выставка станет отдельным экскурсионным маршрутом. Сама идея, она грандиозная, я считаю. То наследие, которое оставил такой талантливый человек, оно не должно пропадать, тем более, что мы не просто планетарий, мы школа космонавтики. И мы можем сохранять и память об этом великом человеке, не побоюсь этого слова. Ну и благодаря его работам ребят обучают, так как у нас есть и пилотируемая космонавтика, и астрономия. И я знаю, что наши педагоги уже включают в свои образовательные программы все его работы как одни из лучших наглядных примеров того, как нужно разбирать строение Вселенной, ну и другие такие вопросы. Понравился туман с Орионом М42. Там красные, голубые светлолучи и красивые. Валерий Сабанов популяризировал астрономию, своими знаниями делился со школьниками. Сегодня Валерию исполнилось бы 26 лет. Хотел, чтобы его искусство осталось в сердцах людей, и у него получилось. Лидия Цахилова, Заур Кодзаев, Новости Осетии. Быть на связи даже в самых отдаленных уголках нашей страны возможно. Туристы, которых сейчас в Осетии стало намного больше, приятно удивлены качеством связи. Делиться со своими родными и друзьями красотами нашей республики они могут мгновенно. Лидер на рынке, оператор «Мегафон», удовлетворяет все запросы своих абонентов. Алана Тумаева продолжит тему. Центральная улица Владикавказа, проспект Мира с каждым днем все оживленней. Число туристов буквально бьет рекорды. Одни изучают столицу Северной Осетии с гидом и группами, так удается в буквальном смысле заглянуть за закрытые двери города. Другие познают Владикавказ самостоятельно, гуляют по старым улочкам и заводят новых приятелей. В обоих случаях впечатления яркие. Поделиться ими хочется с максимальным количеством людей. Маша, привет! Я хотела тебе рассказать то, что я в Осетии сейчас. Смотри, я на главной улице. Тут очень красиво.
Вот так, за сотни километров рассмотреть исторические здания столицы как вживую или изучить их по фотографиям и видео в соцсетях. Новостные ленты гостей республики обновляются здесь и сейчас, и не только во Владикавказе. Несколько десятков километров от города. Пейзаж меняется кардинально, а вот мобильная сеть и быстрый интернет ловят также. Для москвички Татьяны это очень важно. Хоть и родилась в Нальчике, с природой Кавказа девушка знакомится только сейчас. Мы едем, я вот это все снимаю, сразу отмечаю геолокацию. Сразу все это видят, и начинается куча звонков, и смс, спрашивают, как, все, мы тоже едем. Я на связи со своими близкими, кто не смог со мной приехать, онлайн-связь, и показываю им эту безумную красоту. Просто нет слов описать, какая здесь красота. Поэтому рекомендую всем и каждому приезжать сюда. Никакие Альпы не сравнятся с горами нашего Кавказа. Доступности связи даже в самых отдаленных уголках Осетии особое внимание на всех уровнях. Развивает ее в том числе и Мегафон. К слову, лидер в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Инженеры компании улучшают связь не только в городской черте, но и в сельской местности, а также популярных туристических локациях. Компания Мегафон стремится к постоянному улучшению качества связи для жителей республики и гостей нашего региона. С начала этого года мы улучшили качество связи на 30 базовых станциях по всей республике. Соответственно, медианная скорость передачи данных выросла до 34 мегабит в секунду по Осетии и до 44 мегабит в секунду во Владикавказе. На достигнутых результатах компания останавливаться не планирует. Развитие Осетии продолжится, чтобы каждый житель и гость республики всегда мог поделиться с близкими самыми яркими эмоциями. Алана Томаева, Алана Бзыкова, Давид Бетиев. Новости Осетии. Упорные тренировки и безграничная вера в себя. Герои нашего следующего сюжета Заур Койбаев и Юлиана Галазова стали призерами на чемпионате России по спорту слепых. Состязания проходили в Уфе, остинские легкоатлеты показали блестящие результаты и завоевали сразу несколько медалей в разных дисциплинах. Слово Алане Томаевой. Перед основной нагрузкой обязательная разминка. Важно разработать все мышцы. Это поможет избежать травм и растяжений. Юлиана Галазова каждой тренировке подходит ответственно и основательно. Спорт для нее не просто хобби, важная часть жизни. 3 года назад покорила чемпионат страны по спорту слепых. В этом году девушка тоже участвовала в соревнованиях, но в этот раз заняла 2-е место в беге на 100 метров, а еще выиграла бронзу в беге на 200 метров. Целый этот год я восстанавливалась после болезни, артрит, и поэтому моя подготовка началась совсем недавно, и она оказалась слишком короткой для этого чемпионата России. Условия у нас, к сожалению, не такие, какие хотелось бы, потому что «Спартак» находится в одном и том же состоянии, туда не разрешают заходить легкоатлетам, и поэтому мы тренируемся здесь в манеже, который тоже часто занимается всякими другими мероприятиями, другими видами спорта. Но как-то мы смогли в спартанских условиях, это все произошло. В Уфе выступил и Заур Койбаев. Он стал чемпионом страны в толкании ядра и завоевал серебряные награды в метании диска. Говорит, готовился тщательно, хотя условий для продуктивной подготовки фактически нет. В каждой дисциплине свои какие-то там нормативы, кому штанга, кому дорожки нужны. Да, зала нам очень не хватает, и поэтому приходится в спартанских условиях тренироваться то в одном зале, то в другом. И приходится где-то то на стадионах, то на Сапицкой. Но это в теплое время погоды еще можно как-то устроить, а осень, зима тяжело бывает. А результаты нужно держать на высоком уровне, требования серьезные. Раньше легкоатлеты тренировались на стадионе «Спартак». Там есть нужные им беговые дорожки. Сейчас из реконструкции доступ к ним закрыт. Приходится круглый год тренироваться в манеже, и там возможность есть далеко не всегда. Легкоатлетика – это олимпийский летний вид спорта, и, конечно, нам желательно очень иметь свой стадион, занятия на стадионе. Манеж тоже у нас очень перегружен. Наверное, все спортивные деятели знают, что в манеже у нас проходит очень много всяких различных соревнований. Так что легкая атлетика у нас пока не желательно получше условия для учебно-тренировочных занятий. И для соревновательных, конечно. Пока у спортсменов перерыв, нужно восстановить силы, но уже в ближайшее время снова приступят к тренировкам. Впереди новые вершины. Алана Томаева, Диана Кабулоти. Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.